Здравствуйте, в эфире «Время региональных вестей». С вами Лариса Шамаева и в начале главные темы выпуска. Инспекционная поездка. Рамзан Кадыров проверил ход строительства новой объездной дороги в Курчелоевском районе. Внедрение инноваций. Последний проект, который родится, университет стал официально проектировщиком мест. В ГКНТУ открылась выставка лауреатов международного конкурса Национального объединения изыскателей-проектировщиков на лучший проект. Лучший водитель грузовика. Последний элемент – параллельная парковка. Он считается одним из самых сложных. В Грозном стартовал всероссийский конкурс среди дальнобойщиков. Рамзан Кадыров проверил ход строительства автодороги Р-217 «Кавказ» в обход Гудермеса. Работы проводятся в рамках третьего этапа строительства данного участка трассы с использованием современных технологий. Ввод в эксплуатацию позволит значительно разгрузить второй по величине город Чеченской Республики, а также повысить пропускную способность на этом участке. С процессом инспекции нас познакомит Рамзан Абоев. Проект строительства обходной трассы Гудермеса Р-217 «Кавказ» является исключительно важным. Он повысит уровень безопасности дорожного движения, избавит близлежащие населенные пункты от транзитного транспорта и положительно повлияет на экологическую обстановку в жилых зонах. Необходимость строительства дороги в обход Гудермеса была обусловлена высокой интенсивностью движения до 30 тысяч автомобилей в сутки, что негативно влияло на безопасность дорожного движения и способствовало росту количества дорожно-транспортных происшествий. Строительство идет поэтапно. В настоящее время рабочие на финальной стадии второго участка, который простирается от Илсханюхта до Ахматюхта. Его протяженность 9 километров. Первый заместитель председателя правительства, министр автомобильных дорог Исатум Хаджиев ознакомил Рамзана Кадырова с ходом работ. А до конца обход вышел 8,5 километров есть, до 1 декабря едешь, до конца полностью. От 1, 2, 3, 4 развязки. От развязка Новогрозный большой обход, развязка начинали. Да, они в ближайшее время, может, к едем. Декабря, до конца обход, шея делали. До машин işte nasıl kavga ediyorlar? İşte biraz işte öyle ya doğan. Böyle olacak hürriyeti işte. Новогрозный чумыч, большой похабыч, хомик такой, развязка полностью до конца ела. Там они там и хатаёлар. Шарик хабир. Хачо южный академия, вы Хенри Хоннерман. Алхон. Вот это госо 2008 год, я хотел бы на южный бой. Вы هذا خليه بعد يعني بعد. Хох, ты что комнат, да? Да, здесь. Когда дойдет к бетонировать вещи, всех хочется на большом школе. Как шорт плата, да, он шорт. Вот там вот результаты, но он опять. يلا دبست دان نه اتو دان نه загружен не бош. Юсия дан. Я школам. Вообще вот я что-то Что грузовой отчет, грузовой световой, а сейчас так вот это его знает, ёп проблем нет, знаешь. وين خالد زاد إذا عوض. Такие рабили трибуна, да. دائما غير سنة وجه проблемы. А так он тебе хается его. Да. И загруженный уж в Курчелове. Вот что юкается, да, вот плотно. Парик гоуш было, алхамдулилlah. Дерес какой-то. О, юшкала. Дел дахло. أسبوعاً بعرف كيف والله يشتي أولي خلاص خيط ريح هاي يشلا أما تيوزات يدوك أحكي قاعد دي لا هم كده لو هو خلاص دان دوك عالبو هي حكاش ده دوك عالبو جنب مش كاتشي تي بوش دان أوتو جو خيط ليه ده ليه هذي الله شو دقيقة ويخلص عنها. Вот там.
الحلب evdeydi o. دور واحدة ودعشت الحرب وزع مع إسرائيل زداني يدان بيجاش يفوت عن شركني هذه أرغت عنه قلوج ويخن كلامه بيبو أبخد أرجونا يوج Svetoforioć. سيتافوريوش لا أقول يعني أبخد يا دور الله. جروزي سن ثاني سن تخوش البوهرة وأبخد أخر إيش تصير بيوت مس خن كلامه بيو بخنا ثاني شو كذي حلي سيتافوريوش تتعود فداله. Работы ведутся с соблюдением высоких стандартов качества и безопасности. В проект включены парапеты для разделения встречных потоков и боковые барьерные ограждения. В данный момент рабочие завершают возведение эстакады и уже построили трехполосный мост длиной 10 метров. Почти вот этот участок до Ахмат-Юрта у нас завершается к 4 числу октября. Сейчас на данный момент сложим верхний асфальт и разметку. Знаки поставили полностью. Сейчас укрепление обочин делаем. Решение о строительстве обходных дорог было принято президентом страны. Федеральная дорога Р-217 пересекает республику с запада на восток, обеспечивая транзитные перевозки между регионами Центральной России, СКФО и странами Закавказья. Рамзан Абуев, Саид Али Ампукаев, Саид Селим Ампукаев при поддержке пресс-службы главы правительства Чеченской Республики «Вести. Чеченская Республика». Мэр Грозного Хасмагомед Кадыров провел рабочую встречу с министром внутренних дел региона Асланом Ирасхановым. Внимание было сосредоточено на актуальных вопросах обеспечения безопасности жителей и гостей города в столице в период праздничных мероприятий в октябре. Участники также рассмотрели инициативы по улучшению взаимодействия между правоохранительными органами и местными сообществами. В завершении стороны договорились о регулярных консультациях для оперативного решения возникающих вопросов. Бойцы чеченских подразделений успешно сражаются с врагом в зоне проведения СВО и показывают себя не только настоящими воинами, но также проявляют человеческие качества, оказывая помощь сдавшимся в плен украинцам. Турпал Али Тайсумов продолжит. Этот боец Сергей Тренников служит в спецназе «Ахмат». Подготовку проходил на базе Российского университета спецназа имени Владимира Путина. Именно он взял в плен одного из представителей вооруженных сил Украины. В ходе операции получил контузию в результате удара противника, но сумел вывести и товарищей, и взятого недруга. Я отвел раненого назад на позицию, вернулся. Смотрю, человек ведет их двоих. Я вместе взяли, повели их, привели туда, как копом. Я у них спросил, воды хотите? Да, мы им дали воды. Они попили. Потом, говорят, руки сильно затянуты. Мы взяли им, приотпустили руки. Двое представителей украинских подразделений рассказали, как оказались в окопах. Юрий Микитчук был взят в Курском направлении, а попал туда, будучи мобилизованным. В бригаде, по его словам, много людей преклонного возраста и с болезнями. Начался бой, наш пулеметчик начал стрелять. Я посмотрел, люди вышли, там такие сонихи были. И оттуда люди начали выходить, стрелять. Я сложил оружие и с этим своим, Славик, он был со мной, мы сложили оружие и сидели там в окопе. Наша бригада недавно сформирована, у нас одни старики и больные люди. У нас, простая бригада. Недавно у нас эти люди в бригаде все. Нас с полигона всех забрали в эту бригаду и на позиции кинули. А это Ярослав Малашчук. Несмотря на отсутствие службы в армии и имеющиеся медицинские отклонения, получил штамп «Годен» и был отправлен на позицию без объяснения причин. У нас вышел закон, до 16 июля надо было обновить данные в ТЦК. Я пошел, соответственно, 8 июля в ТЦК, и мне сказали на следующий день, придешь с утра и поедем на ВЛК, тобто на комиссию лечебную. И сразу же после лечебной комиссии мне сказали, что там не смотрели на болезни и так далее. Написали, поставили все штампы, что годен, и сразу же ночью отправили. Сказали, что я уже еду, что я мобилизован.
Подразделения нашего региона при возможности помогают сдавшимся украинцам. Оказавшись в руках российской стороны, они испытывают настоящее облегчение. Это говорит о многом. Им оказывается медицинская помощь, а затем идет воссоединение с семьями. Турпал Алита Исумов и Руслан Магомадов. Вести. Чеченская Республика. В ГКНТУ города Грозного состоялось открытие выставки лауреатов международного профессионального конкурса «Но приз на лучший проект 2023 года». Конкурс проводится в области инженерных изысканий, архитектуры, градостроительства и проектирования инженерных систем. Как прошло открытие в сюжете Рамзана Абуева. 1412 заявок, в том числе 995 от студентов и аспирантов. География охватывает все федеральные округа России и ряд зарубежных стран. И вот лучшие проекты в 6 номинациях представлены в Грозненском нефтяном техническом университете. Официальное открытие выставки лауреатов международного конкурса Национального объединения изыскателей и проектировщиков на лучший проект года началось с приветственного слова вице-президента организации Азария Лапидуса. Посмотрите, пожалуйста, разнообразие того, что вы можете увидеть. Это и реализованные проекты, это и проекты, которые находятся на бумаге. Но в любом случае, все это направлено на процветание нашей Родины, нашей великой России. И то, что мы видели сегодня в Грозном, это, наверное, самый главный, самый большой пример, который может быть любви к Родине, уважение к ее истокам и достижение того, что здесь построено. Огромная благодарность всем тем, кто в этом участвовал. Основные цели конкурса – продемонстрировать лучшие достижения в градостроительстве и инженерных изысканиях, а также содействовать внедрению инноваций. Ректор ГГНТУ Магомед Минцаев отметил, что за последние 5 лет университет значительно продвинулся в развитии реальных секторов экономики и регулярно участвует в инвестиционных проектах. Последний проект, которым мы гордимся, университет стал официальным проектировщиком ледовой арены на 500 мест с 2 катками. Мы в вопросах СРО не просто почетные товарищи, мы участники соответствующей СРО, проектируем. Да, конечно, мы на самом начале этого пути, опыта нам еще нужно набираться, но сам факт, что университет двигается в эту сторону, привлекает в этот процесс студентов, магистров и так далее, мне кажется, это правильное направление, поэтому мы уже давно не отраслевой нефтяной университет, а все-таки больше политехнический университет, где развиваются все направления, свойственные техническому, полноценному техническому университету. Также стороны подписали соглашение, которое предполагает сотрудничество в области образования, науки и реализацию совместных проектов, направленных на распространение передового опыта в области инженерных изысканий, проектирования и градостроительства. После гостям провели экскурсию по университету, но приз или Национальное объединение изыскателей и проектировщиков является некоммерческой организацией, выполняющей функции надзорного органа саморегулируемых партнерств в области проектирования и инженерных изысканий. Программа мероприятия включает в себя проведение конференций, на которой будут рассматриваться проблемы, связанные с применением действующих нормативно-правовых актов, регламентирующих деятельность саморегулируемых организаций и их членов, выполняющих инженерные изыскания и архитектурно-строительное проектирование. Всего запланировано обсуждение 6 тем. Рамзан Абуев, Ислам Нацуров, Вести, Чеченская Республика. В рамках Дня открытых дверей компания «Чеченэнерго» организовала экскурсию на подстанцию «Северный» для студентов Института энергетики ГГНТУ. В ходе мероприятия участники посетили диспетчерскую оперативную службу, где специалисты познакомили их с общей структурой электрических сетей. Затем ребят провели к подстанции, предварительно объяснив основные правила электробезопасности и оказания первой помощи при поражении током. Из уст заместителя главного инженера по эксплуатации студенты узнали об истории становления и развития региональной энергосистемы. Такие встречи помогают заинтересовывать и мотивировать будущих специалистов на ранних этапах их обучения. Хотел бы поблагодарить акционерное общество Чеченэнерго и Россети за то, что позволили нам взглянуть именно как специалисты, как они работают. Потому что именно проходя теорию, мы мало знаем, как все в данном случае происходит. Именно за это я бы хотел поблагодарить Чеченэнерго за то, что пригласили нас.
С 25 по 27 сентября Грозно принимает гостей и участников конкурса за звание «Лучший водитель грузовика». Главной задачей всероссийского конкурса является привлечение граждан из всех регионов страны к профессии водителя крупногабаритных транспортных средств, а также повышение личной мотивации водителя-профессионала в совершенствовании навыков своего мастерства. Подробнее в сюжете Турпа Лалита Исумова. Лучший водитель грузовика. Этот всероссийский конкурс среди любителей грузовых транспортных средств проводится уже много лет. В Грозный съехались более 50 участников из разных уголков страны. На открытии присутствуют организаторы соревнований и официальные лица. В своем обращении зампредседателя правительства, министр экономического и территориального развития субъекта Рустам Шептукаев рассказал о значимости соревнований для популяризации перевозок грузов. Водитель грузовика – это инфраструктура, это сообщение между регионами. Это обмен грузами, доставка грузов, то есть много-много-много что в себя включает. Поэтому большая вам благодарность за ту кропотливую работу, которую вы каждый день проделываете. Это очень значимо для всей страны. Это выстраивает всю логистику нашей большой страны. Помимо соревновательной части, конкурс укрепляет дружеские и рабочие отношения между субъектом и компаниями, содействующие проведению своеобразного соревнования. Лично благодарить Чеченскую республику, Рамзана Ахматовича Кадырова, правительство республики, лично министра и Министерство транспорта за помощь в организации этого мероприятия. Чеченская земля, она действительно благодатна. Я, когда сюда приезжаю, уезжаю всегда с новыми впечатлениями, с новыми друзьями. Я уверен, что вы все получите тот же самый эффект. Вы найдете новых друзей на этой земле. Вы увидите красоту этой земли. Я благодарю всех, кто приехал. После торжественной части наступает время заездов на автодроме «Крепость Грозная». Участвуют грузовики в категории автомобилей свыше 10 тонн, модули, скоростное движение и хрупкий груз. Чеченскую республику представляют два участника. Ризван Истамулов отстаивает честь города Аргун. Он мастер вождения грузовика типа «Самосвал». Однако и здесь готов бороться за успех. Нормально лило Задача проехать трассу, выполняя упражнения: змейка, разворот, маневрирование, гараж и не только. Последний элемент – параллельная парковка. Он считается одним из самых сложных в плане исполнения. Тягач с прицепом необходимо поставить точно по разметке, не задевая флажки. Далее участников ждут соревнования в категории до 10 тонн. Модуля знания правил дорожного движения. Подведение итогов с награждениями состоятся 27 сентября. Турпа Лалита Исумов, Шамсудин Джабраилов и Сайцели Мамбукаев. Вести. Чеченская республика. В Курчелоевском районе Чеченской Республики прошли любительские соревнования по трейл-раннингу. Они призваны стать одним из ключевых спортивных и туристических мероприятий, способствующих развитию здорового образа жизни и активного отдыха. Об итогах и награждениях в сюжете Медины Мударовой. Точка старта – город Курчелой. Впереди маршрут 8 километров. Любительские соревнования по трейл-раннингу Курчелой Трейл-2024 собрали 200 участников с Чеченской Республики и соседних регионов. К слову, один из них – именинник. Артуру Галаеву исполнилось 50 лет. Круглую дату решил отметить забегом. Мужчине не впервые участвовать в подобных состязаниях. Настроен попасть в десятку победителей. У меня настрой очень боевой. Это наслаждение. Я всегда участвую в таких мероприятиях. Я хочу себе доказать, что я это смогу. И решил участвовать в этом мероприятии. У каждого здесь своя цель. Кто-то хочет прийти первым, ну а кто-то просто испытать себя. Участники прошли регистрацию, получили номерки и теперь готовятся стартовать. На протяжении всего маршрута бегуны преодолевали крутые подъемы и спуски. Набор высоты составлял около 415 метров. Несмотря на небольшие трудности, участники справлялись быстро. Вблизи держались бригады скорой помощи и волонтеры. Осталось немного поднажать, еще пару метров, и первый участник под громкие аплодисменты пересекает финишную черту. Им стал Мухаммад Алигаджиев, гость из Братской Республики Дагестан. Он продемонстрировал выносливость, силу и упорство. Главное – правильный настрой, рассказывает победитель. Я всегда настраиваю себя ни вторым, ни в третьем. Ну, на первое место, психологически я настраиваюсь. Вот.
И там уже во время гонки уже как получится. Если человек сильный, по-любому надо уступать. Вот. И, здесь мне повезло, как бы сказать. С помощью Всевышнего нормально получилось. Организаторами забега выступили Министерство Чеченской Республики по туризму совместно с администрацией Курчалоевского муниципального района. Я вот смотрю на это все, на этот праздник, на самом деле, который организован сейчас в Курчалоевском районе, и лично раз убеждаюсь, что именно мудрая политика Рамзана Ахматовича Кадырова по развитию горных районов позволила сейчас, именно вот в этот прекрасный сезон, принимать такие мероприятия. То есть мы наконец-то научились находить время для отдыха, спорта, развлечения, и по-настоящему республика зажила. Мы сейчас находимся в самое, на мой взгляд, самое яркое и самое интересное историческое время не только для нашей республики, но и для всего чеченского народа. Курчалой трейл в последний раз проводился в 2019 году. Инициатором возобновить эту яркую традицию выступил глава администрации Курчалоевского муниципального района Асламбек Ирасханов. Подобные мероприятия действительно приносят больше пользы для молодежи, чтобы привлечь их к спорту. İşte her berketi boh dal mulah keda işte bahda kedu dal ya bertkiyol Ахмат сила Аллаху Акбар. По итогу состоялось награждение. За первое место участник получил 50 тысяч рублей, за второе 30, за третье 20 тысяч. Бегуны, занявшие с 4 по 20 место, получили по 5 тысяч рублей. А на финише для гостей и участников подготовили яркую концертную программу, чтобы отпраздновать завершение забега. Их также ждал выпуск шоу с подружками, чтобы отдохнуть и пообщаться после соревнований. Соревнования по трейл-раннингу планируется проводить ежегодно, и они станут одним из ключевых спортивных и туристических мероприятий, способствующих развитию здорового образа жизни. Медина Мударова, Магомед Ахматов, Мовсар Хаджиев, Вести, Чеченская Республика. К этому часу это все события. Еще больше новостей вы можете узнать на наших аккаунтах в социальных сетях и в приложении «Смотрим». С вами была Лариса Шамаева, и до новых встреч в эфире.